И к другим темам. Сибирь была центром развития музыкальной культуры уже в начале нашей эры. Об этом говорят находки археологов. Сегодня мои коллеги увидели древнейший варган. Понятна разница. Это не расслоенный звук, это более звонкий, четкий звук. Варган, камуз, дрымба. Название, по сути, одного и того же инструмента, распространенного по всему миру. Артем собирает современный варган и старается специально заказывать мастерам разных национальностей. Звук у каждого уникальный, но их объединяет материал. Сейчас их делают из металла. Есть разница при изготовлении, насколько большими делаются расстояния между деками и язычком. Это тоже влияет на звук. Ну, он может быть или глуше, или звонче. Но первые варганы делали из дерева и кости, и кое-где до сих пор еще делают. Вот, например, хантыйский тумран из оленьего ребра. Рог и кость – одни из самых древних материалов, которые люди использовали для изготовления орудий. Вот, например, такая накладка на лук, костяная, она средневековая. А вот эта накладка роговая, она относится к хунскому времени. Самое главное, когда обнаруживают такие предметы при раскопках, правильно определить их назначение. На луке, разумеется, копии древних изделий, а здесь подлинники. Причем целый технологический цикл от заготовки до готового варгана. Результат раскопок в древних поселениях долины Катуни. Либо изготавливали специальную заготовку, тщательно обработанную, которую вы видите, уже воспроизводила готовое изделие, либо начинали обработку по-черному, даже не обрабатывая края. По словам Андрея Бородовского, варган даже способен звучать. Правда, такие нагрузки для древнего инструмента сегодня губительны. Археолог датирует находку 2-5 веком нашей эры, но уверен, находили и более ранние варганы. Просто их не могли опознать, принимая за гребенки и другие бытовые предметы. Такой, например, был обнаружен под Колыванью. Музыкальное значение Новосибирска, я думаю, современное не случайно, потому что здесь всегда на этой территории делали своеобразные музыкальные инструменты. И мы как бы входим в этот музыкальный кластер, если так можно выразиться, где эти инструменты производились, развивались. Свою теорию Бородовский намерен подтвердить дальнейшими исследованиями. После нашей встречи археолог решил плотнее заняться металлическими варганами, ведь находишь чаще, когда точно знаешь, что именно искать. Антон Лучанский, Станислав Духовников, Вести, Новосибирск.